Эфирде саба программасы девам етті, достар. Мультфильмні сейреттік. Демеки балачықлар енді егерде дерслер олса мектепке енді yol ала білелер. Бұл мультфильмнің девамыны, яғни яңы қысымыны әлбетте ярын бізім яйнымызда көре білесіңіз, достар. Шымды есе бізім студиямызда Мусафыр болына ве біз сонен керчектен де пек мерақлы бір мевзуны ачықлайжамыз. Бұл мевзу мен белесем әм бұйықлерге, әм деп балачықларға пек мерақлы olacak. Evet, sayılı dostlar, bizim Muzaffarımızın acayip zenatı var. Onu şimdi sizge takdim etmege isteyimiz. O robototexnikanın uğraşa. Bizim stüdyamızda İbrahim Fitayev, Kırım Federal Üniversiteti'nin radyofizika kafedrasının aspirantı ve robototexnika boyunca hocası. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz студиямызда. Как настроение? Как началось утро? Все замечательно, все хорошо. Снег очень обрадовал. Наконец-то под Новый год у нас будет снег. Все очень его ждали. Жалко, что он сразу тает. Да, вот это очень жалко. Чувствуется ли приближение праздника? Чувствуется. Очень чувствуется, и настроение чувствует, то, что скоро праздник, скоро Новый год. Это очень ждем, очень рады. Ибрахим Бей, вы являетесь преподавателем по робототехнике. Очень интересная такая сфера. Расскажите, с чего все началось, как вы пришли к этому? Все началось увлечение робототехникой с написанием моей дипломной работы по бакалавриату. Это создание системы автоматического наведения на спутники. Там использовался очень интересный механизм. Мне пришлось изучать и принцип работы двигателей, и принцип работы датчиков, и изучать язык программирования. Мне это очень увлекло. Было очень интересно создавать что-то свое, которое с такой интересный механизм, который сам, получается, движется, обрабатывает информацию. И, по сути, в его работе ты никак не участвуешь, то есть это полностью, так сказать, автономная система. Это меня очень, так сказать, завлекло, и мне хотелось двигаться в этом же направлении. Да. Ваша дипломная работа, это и была ваша первая модель, да? Первая модель, да, которая, по сути, являлась, так сказать, первой ступенью, моим первым роботом, можно так сказать, который как раз-таки подходил под принципы понимания того, что такое робот. И, в принципе, было очень интересно, как этим заниматься. Вот в моем представлении робот это, наверное, навязано голливудскими фильмами, фантастическими фильмами. Робот — это такой человекообразная машина, у которого есть конечности, как у людей. Но на самом деле, что делает робота роботом? По сути, человекообразные роботы, о которых вы говорите, это, по сути, андроиды. То есть это такое подразделение, можно сказать, робототехники. А сами роботы — это довольно-таки обширный класс, в который включаются как и андроиды, так и различные манипуляторы, различные беспилотные, можно сказать, автомобили и тому подобное. То есть, по сути, это какое-то законченное устройство, которое в своем составе имеет набор либо датчиков различных, двигателей, электронные части, и само устройство действует по заранее заложенной в память устройства программе, которую, в принципе, программисты написали. Уже, так сказать, человекоподобные роботы, они уже является, так сказать, эволюцией от первых роботов, первых манипуляторов и тому подобное. Так что это, так сказать, ступень развития. То есть та техника, которой мы пользуемся на сегодняшний день, ее тоже в какой-то степени можно назвать роботами? Да, по сути, так и есть. Действительно, вот те же стиральные машины, вы когда подходите, выбираете режим работы, там как раз-таки выбирается нужная программа, и по заданному алгоритму начинает вращаться барабан с бельем, подается вода. То есть это, по сути, тоже, можно сказать, такой робот бытовой, который помогает и облегчает нам жизнь. Вот. И роботы среди нас, можно сказать. А вы, помимо этого, еще преподаете внеурочные занятия по робототехнике для детей, да? Да.
Занятия проводятся для детей от, по сути, 6 лет до где-то 16. Можно, в принципе, и выше, есть и разные категории, прошу прощения. Да. Но в основном это как раз-таки дети от 6 до 16 лет. И как получается для детей собирать роботизированные механизмы? Да, да. Ну, тут, конечно, соответственно, в зависимости от возраста уже и варьируется сложность создания роботов, по получаемому роботу, я бы сказал. Если дети младшей группы, это где-то от 6 лет, то у них, соответственно, получается, что роботы более, так сказать, адаптированы под их восприятие, то, что это все-таки более-менее какая-то игрушка, которую ребята собирают, но имеют возможность подключить и двигатель, и как электронную часть, в которую мы уже пишем программу с ребятами. Там, конечно, это не язык программирования такой, как он представляется, да, строчный, а графический язык программирования. То есть по блокам ставится каждый блок графический, да, там, с рисуночком, красочно, чтобы ребята понимали, что это такое. Допустим, включить двигатель по часовой стрелке, против часовой стрелки, подождать, прибавить там что-то к чему-то. То есть это все сделано в виде блоков, мы это выставляем в нужный нам алгоритм, и, по сути, игрушка, которая создана ребятами, начинает либо двигаться, либо принимать информацию и, исходя из этого, что-то делать. И ребятам очень нравится. То есть они создали, они собрали, они запрограммировали, и оно еще и движется, оно еще работает. Это вот прям ребята в восторге, под конец занятия очень, очень радуются, очень веселятся. Прям аж хлопают в ладоши, ура, у меня получилось. Вот в этом роде. Жаль, как в раз... моем детстве такого не было. Да, и как раз такой возраст, когда идет влияние этих мультфильмов про роботов, про трансформеров, и то есть посмотреть сначала это по телевизору, и действительно у ребят сформировываются такие образы, любимые герои, и потом создать его своими руками, это, наверное, да, здорово. Да, это действительно в этом возрасте, можно сказать, происходит, так сказать, направление ребенка, становление его будущих интересов, и это очень ответственный момент, потому что как ты преподашь ребенку занятие, чтобы ему понравилось, ему может не понравиться, от этого зависит его дальнейший выбор, дальнейшие действия в жизни. Вот, куда он пойдет поступать, чем он будет заниматься, то есть это большая ответственность на самом деле. А вообще для создания одного робота, в создании одного робота участвует несколько людей. Это нужно знать и информатику, и физику, это разные науки нужно знать, да? По сути, да, робототехника – это, так сказать, комбинация нескольких наук. Это информатика, механика, физика и электротехника. Если брать электротехнику, то это больше для старших ребят, уже, которые понимают, что такое электричество, как оно действует, и мы это еще дополнительно проходим, изучаем и показываем на практике, как это работает. Вот. Это что касается старших групп, там, от 12 лет. Вот. То есть это дополнительно, параллельно с общим курсом физики в школе, мы еще дополнительно проходим и практикуем все законы, которые они проходят в обычной школе. Да? То есть это такое закрепляющее занятие на практике, чтобы они увидели. Плюс, действительно, для других групп и в целом используется механика для того, чтобы, во-первых, собрать робота, чтобы он нормально двигался, чтобы он действовал хорошо. И информатика обязательно нужна, это потому что все-таки пишется программа, создается программа, по которой уже роботы начинают что-то делать. Вот. Без этого никак. Тут, получается, ребята сразу получают навыки в этих областях. Вот. А то, что да, несколько человек, мы стараемся действительно, когда проходят занятия, мы стараемся объединять детей в группы. Но не для того, чтобы, допустим, один человек у нас занимается механикой, второй человек занимается программированием. Не совсем так. Мы учим детей еще и общению, и взаимодействию между собой. То есть развиваем их командную работу и распределение времени на создание роботов и, так сказать, взаимопомощи, потому что это очень важно. Во-первых, дети и в школе подтягивают точные науки. Да, да. И, во-первых, учатся еще взаимодействовать. Это на самом деле очень сложный процесс, потому что дети, особенно младшей группы, они очень хотят все сами. И для них это немножко сложно. Поэтому мы в этом направлении тоже работаем.
А все-таки вот как заинтересовать ребенка? Потому что сформируется такое мнение, что вот я приду, сделаю сам робота и все круто, все классно. Но когда ребята приходят, наверняка сталкиваются со сложностями, с трудностями, видят, что это не так просто. Да. Есть ли такие, которые отказываются от этой идеи? Есть такие, конечно, тут уже ничего не поделаешь, тут уже действительно, как вы говорите, дети приходят и очень, так сказать, надеются, что вот они придут, у них сразу все получится. Но бывают такие дети, которые, по сути, сталкиваются с трудностями, и даже при помощи преподавателя, который подсказывает, объясняет, как это делает, они вот как-то не очень хорошо воспринимают и не очень хорошо преодолевают эти сложности. Поэтому, да, есть, конечно, ребята, которые пробуют себя в робототехнике и потом видят, что это немножко как-то сложно и занимаются уже другим направлением, я бы так сказал. Но дети, которые, в принципе, хотят, им очень интересно, они даже несмотря на сложности, все равно сидят, изучают, думают, обижаются, вот не работает, ломают модель, бывало и такое. Но все равно потом у них получается, и они очень радуются. А участвуют ли дети в турнирах? Проводятся ли в Крыму турниры по робототехнике? Да, в Крыму по робототехнике турниры проводятся. В этом году очень много турниров проходило. Вот буквально недавно, в ноябре месяце, проходили соревнования WorldSkills. Это, можно сказать, всемирные соревнования. И конкретно в Крыму проходил региональный этап. Там очень много направлений, одно из которых является робототехника. И мы в них участвовали. Плюс в мае месяце проходили другие соревнования в РО, World Robotics Olympic 2018, которых тоже региональный этап, на которых тоже мы участвовали, и мои ученики, в принципе, заняли первое место по Крыму. Это очень было здорово. Сразу чувствуется то, что занятия идут с пользой, есть отдача от ребят, есть понимание и есть результат. После региональных этапов, конечно, есть уже и российские, и даже мировые. А какой основной принцип соревнований? То есть на время нужно собрать робота, либо же дается неограниченное время? Это уже зависит от соревнований, есть очень много, но в основном ограничений по времени все равно присутствует, потому что бывает так, что робот может там не сдвинуться, выйти там за линию, и обычно что-то может случиться с роботом, чтобы уже есть понимание, что уже он не сдвинется, все, он так и будет стоять, то ему просто зачисляет максимальное время, которым ограничивается. Но, в принципе, время – это не основной такой фактор. Вот. То есть это обычно либо логические какие-то задачи, либо задачи на саму механику. Да. Как, допустим, были соревнования в мае, там нужно было построить, по сути, специальную машинку, да, тягач такой для младшей группы, который будет перетягивать своего соперника. То есть так и называлось соревнование перетягивания канатов. И тут очень было важно, чтобы ребята понимали, как распределить вес на самой машине, да, используя там детали в наборе, и какие механизмы, какие передачи можно использовать. Вот, там, соответственно, это все проходится, все изучается, и, как показала практика, имея один набор, можно сделать вот очень много разных вариантов выполнения этого задания, и они все будут по-разному как-то работать. Хотя, по сути, двигатели одни и те же, наборы одни и те же. Тут уже важно именно принцип распределения массы по роботу, да, куда нужно, куда не нужно ее ставить, и какие механизмы сами используются. Но это младшая группа касается. Что касается старшей, то там задание намного сложнее. В качестве задания, вот примера, это перевозка, допустим, деталей, сортировка деталей по цветам. То есть робот должен выехать на поле, найти объект, взять его и отвезти его на базу в соответствии там, с цветом. Это, конечно, очень я просто объясняю, но примерно такого рода. При этом робот должен ориентироваться на самом поле, должен видеть, какого цвета объекта, куда его нужно отвезти.
и в соответствии с этим ему начисляются баллы. Ну и да, ограничения по Ребята, времени. школьники с этим справляются на ура. Справляются, да. Ну, не на ура, потому что это все-таки достигается очень интенсивной подготовкой. Допустим, вот на те же ноябрьские соревнования ребята готовились 5 дней в неделю по 4 часа, 4-5 часов. То есть это очень сложная подготовка. Очень много всего нужно изучить, очень много всего нужно проэкспериментировать, потому что одно дело понимать, и как это будет в теории работать, другое дело у вас робот, на который действует очень много различных факторов. Это и проскальзывание колес, и, возможно, там механизм захвата как-то себя поведет не так. Это все надо проэкспериментировать, проверить, повторить, улучшить, и уже потом будет конечный результат. Вот. Тут очень много сложностей, но которые дети увлекаются этим. То есть их очень, так сказать, привлекает то, что вот надо вот это изучить, надо вот это проверить, надо вот это проэкспериментировать, и ребята очень так затягиваются в процессе подготовки. А увлекаются ли робототехникой девочки? Девочки, да, увлекаются. Есть у нас группы, ну почти в каждой группе есть по девочке. Да, тоже у них очень получается, и можно сказать, что скоро у нас в январе месяце еще одни соревнования, там точно от нашей команды поедет девочки. Ну, то есть все-таки большинство мальчиков. Большинство Это мальчиков связано это, с да. интересами в этом возрасте. Но, честно вам скажу, я проводил соревнования, внутригруппные соревнования, так сказать, нужно было собрать робота, который по скорости будет по линии двигаться, и, соответственно, побеждает тот робот, который быстрее всех проехал по этой самой линии. Линия у нас там изогнутая была, различная. И, знаете, победила команда девочек. Вот так вот мальчики самоуверенные были, мы победим, а девочки там собрали робота за минут 10, и у них он такой вот большой, смещенный немножко, но он победил. Но он выполняет все функции. Все выполнил, быстрее всех приехал, все сработало, все хорошо, победили, девочки в восторге были. Ну, так, как говорится, не говори гоп, Да. пока не перепрыгнешь. Да. Ибраимбей, а вы сами помимо преподавания сегодня собираете модели роботов? В основном только в качестве методики. То есть смотрю, как это должно работать, как это проще преподнести, как это легче сделать. Конечно, хотелось бы собирать что-то побольше. Вот у меня есть идеи проектов, как что сделать, да, какие механизмы, как они будут работать. Но на это нужно время, которого у меня, к сожалению, нет. Вот прям катастрофически не хватает времени на реализацию что-то более крупного. Сметался, надеюсь, вскоре я наконец-то реализую свои мечты, и у меня тоже, так сказать, будет практика в роботостроении более крупных масштабов. Чё, сау Ибраимбей, что пришли. Саунс. Рассказали про такую интересную тему робототехника. Я думаю, для наших зрителей это было, не услышали об этом впервые, и это очень интересно. Сау Киргенов Сечун. Будем ждать вас снова, уже с новыми победами, может быть, уже и с учениками. Обязательно, обязательно. Саунс. Достар, біз yayınımızda devam etemiz. Bizim növbеттегі рубрикамыз сабалық. Егерде сіз енді уянған olsanız, әлбетте сабалықларны hazırlamaға вақыт келді. Bizim рубрикамыз сізге yardımcı olacak. Buyurunuz, seyretiniz.